Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня в преддверии государственной итоговой аттестации у нас с вами небольшая тема, поскольку она уже не может быть большой, так как у нас уже учебный год с вами заканчивается. И тем не менее сейчас еще есть у нас время для подготовки к ЕГЭ по русскому языку с теми учащимися, у которых есть определенные затруднения. Итак, давайте мы для начала с вами посмотрим небольшую статистику. Итак, за 5 лет. Посмотрите, у нас в 2015 году средний балл был примерно 65. С тех пор за 4 года у нас с вами динамика следующая. Вот колеблется в диапазоне 1 балла. 1–1,5 балла. То есть то ли это означает, что это достигли мы определенного предела в наших усилиях в подготовке детей к ЕГЭ. Ну, вы же понимаете, что это речь идет о детях разных совершенно, да? Но тем не менее результат вот 68 и не выше. Но есть и положительные вещи. Ну, во-первых, у нас значительно увеличилось количество детей, у которых результаты от 81 до 100 баллов. Посмотрите, в 2015 году 600, и теперь диапазон от 786 нижняя и 965. Это хороший тоже результат. Ну и количество стубальников, понятно, что предусмотреть невозможно, поэтому здесь, как говорится, как фишка ляжет. И также количество не преодолевших минимальное количество баллов, ну, в общем-то, тоже, я думаю, достаточно мало. Не стоит из-за этого беспокоиться. Всегда будет где-то, вот видите, в районе 10 детей, которые не сдадут с первого раза, во всяком случае, ЕГЭ по русскому языку. Теперь давайте посмотрим диаграммы распределения участников ЕГЭ по русскому языку по тестовым баллам. Итак, у нас по-прежнему наибольшее количество детей, работ, это в диапазоне 60–69 баллов. Почти равное, но все-таки ниже, это количество работ от 70 до 79 баллов. Таким образом, вот здесь речь идет именно о конкурентоспособности наших детей. То есть самые конкурентоспособные – это те дети, которые в районе 80, 89, 90, 100 баллов. Ну, как вы видите, их у нас немного, хотя тенденция к росту таких детей, она выше. Ну, получается так, что если русский язык не является для них приоритетным при поступлении, то, в общем-то, шансы, как у очень многих, у них есть. Но, повторяю, все-таки те дети, которых результаты лучше, у них, конечно, больше шансов поступить туда, куда они хотят, а не туда, куда они могут. Давайте с вами обратимся к тестовой части. Как вы все знаете, мы, педагоги, у нас такая дилемма. У нас есть учебники, которые наши школы, наши библиотеки закупают для нас. Здесь вы видите на слайде те учебники, которые в нашем регионе используются учителями. Мы все прекрасно знаем о недостатках этих учебников. В каком смысле? Они недостаточны для нас для подготовки к ЕГЭ. Но дело в том, что они не предназначены для этой цели. Их задача – это отработать планируемый результат, обеспечить достижение планируемых результатов по русскому языку, те, которые записаны в программах. Мы же к ним предъявляем претензии не по адресу. И поэтому сейчас, когда уже последняя четверть у нас осталась, все-таки основной акцент должен делаться уже не на учебники, безусловно, а на самоподготовку учащихся. Есть огромное количество сборников по подготовке к ЕГЭ. Но дело в том, что все они имеют достаточно много недочетов. Ну, во-первых, в каждом сборнике свой объем теоретического материала. Где-то он очень усложненный, широкий, разнообразный. Где-то наоборот, по минимуму. Дети в этом смысле, они дезориентированы. Они не знают, какой теоретический материал оптимальным образом для них нужно, чтобы хорошо решать задачи. Далее, нет разнообразия в использовании языкового материала.
решаешь, когда из теста в тест, они практически тесты одинаковые, используется даже один и тот же набор слов, и ребенок сразу узнает и чувствует, что вот я уже умею решать эти, значит, тесты, но если ему дать тест из другого сборника, он теряется, потому что там языковой материал другим автором уже используется иной. Далее, некоторые задания слишком простые. Ну, скажем так, там даются такие слова, которые, ну, извините, не знать просто, ну, никак в 11 классе. Ну и, конечно, самый распространенный недочет – это ошибки в ответах. Те, которые тоже дезориентируют учащихся. Они решают, возможно, даже правильно, потом они видят, что это неправильно, и даже не понимают, правильно все-таки у них или неправильно решен данный тест, если они это работают самостоятельно. Конечно, наибольший, так сказать, потенциал имеют дистанционные ресурсы. Ну, сайт Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ», я думаю, вы все хорошо знаете. И я надеюсь, что вы все уже используете. Особенно сейчас, когда мы с вами находимся в режиме повышенной готовности. Мы все работаем по удаленке, дистанционно. Вот как раз этот сайт позволяет делать выбор заданий. Простых, сложных. Никогда варианты не повторяются. Можно работать индивидуально, с конкретными группами учащихся, с полными классами. Проходить, скажем, диагностические работы, давать контрольные работы. Можно самому составлять контрольные работы. Можно использовать сгенерированные автоматически. Там у него огромнейшая, конечно, база таких заданий. Ну и Яндекс.Репетитор, конечно. Возможность работать точечно над собственными проблемными заданиями. То есть, если ребенок в результате диагностики знает, что у него слабые места, там задание номер такой-то, то Яндекс.Репетитор предоставляет достаточно материала для того, чтобы просто отработать именно эти задания. А также там достаточно много полных вариантов ЕГЭ, и можно самому проводить мониторинг собственной успешности. Посмотрим результаты выполнения тестовых заданий прошлого года. Я покрасила разным цветом. Смотрите. Критические результаты – это те, которые выполнение ниже 50%, фиолетовым цветом. Как видите, их не так уже много. Это задание номер 12, задание номер 20, задание номер 21. То есть, простите, еще пропустила что-то. То есть номер 12, три задания. То есть правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, сложное предложение с разными видами связи и пунктуационный анализ, 21 задание, которое является для детей субъективно новым. Так, низкие результаты, не критические, но низкие. То есть до 60% выполнения это 4 задания, номер 9, 10, 23 и 25. Причем, заметьте, номер 9 – правописание корней, номер 10 – правописание приставок, то есть материалы, которые были пройдены учащимися в 5-6 классе. И высокие результаты, то есть оптимальные, выше 80%, их достаточно много. Посмотрите, это задание номер 1, 3, 5, 6, 24, то есть практически вся лексика, номер 4, 7 и 16. Но, несмотря на это, средний балл тестовой части в 2018 году был почти 75%, а в 2019 году только 70%. То есть по результатам все-таки на 5% почти ниже. Понятное дело, что это республиканские в целом результаты. У каждого муниципалитета, у каждой школы, у каждого ребенка своя картина критических результатов, низких результатов и высоких результатов выполнения их собственных работ. Но тем не менее, вот по даже вот такому подходу к анализу вы можете понимать, как на уровне школы, на уровне муниципалитета можно анализировать тестовую часть ЕГЭ для того, чтобы определять, на что обратить внимание в последнее оставшееся время. Итак, давайте посмотрим, что у нас задание номер 12. Вот именно это задание прежде всего обнаруживает это то, что дети наши забывают к 11 классу, как делить слова на морфемы. Далее, не различают части речи. Далее, забыли, что такое спряжение глаголов и как взаимосвязаны личные окончания глаголов с суффиксами причастий. Там простейшие алгоритмы работают, и вроде бы ты отрабатываешь пошагово каждый, значит, следующий пункт, каждый этап, и тем не менее задание номер 12 является вот камнем преткновения.
Задание номер 9. Безударные гласные. Со 2 класса наши дети знакомы с понятием безударных гласных. Но навык группировать примеры на основе критерий, то есть здесь проверяемые, здесь непроверяемые, здесь чередующиеся. Вот 10-11 класс, сколько ни бьешься, у них это задание очень плохо проходит. Наверное, скорее всего, здесь это настолько забыто давно за тяжестью, так сказать, пройденных лет. И, видимо, вот чередующиеся гласные, там есть простейшие примеры того, как можно алгоритмично решить это задание. Но если идти прямо по шагам медленно, они справляются. Если в ситуации стресса, когда нужно задание выполнить в определенном времени, здесь у них наступает какой-то такой ступор, и алгоритм вылетает из головы. И, конечно же, наибольшая головная боль – это слова с непроверяемыми гласными. Вообще, скажем так, раньше у нас всегда были учебники, в которых позади были словарики со словарными так называемыми словами. В 11 классе таких словарей нет. ЕГЭ не придерживается какого-то определенного объема слов с непроверяемыми гласными. И поэтому дети чаще всего не готовы, их лексический словарь собственный не совпадает с теми словами, которые проверяются на ЕГЭ. Чаще всего они задают вопрос, а что, разве такое слово есть? То есть они ни слова не видели, ни лексического значения не знают, тем более, как оно пишется, тоже не знают. Далее, задание номер 10 про описание приставок. То есть те, которые неизменные приставки, более-менее знают. Но самые трудные, конечно, это пре-при и редкие приставки, например, как низ и низ. То есть, опять же, эти слова, как нисходить, низводить. Такие слова просто отсутствуют в их словаре. Далее, иноязычные приставки пан, суп тоже для них являются, скажем так, удивляют они их. Поэтому именно от того, что они отсутствуют в их собственной лексике, эти слова, поэтому, скорее всего, вот это задание номер 10 их ставит в тупик. Кстати, вот забыла еще добавить сюда приставку «про» и «про». Про мать, про язык, вот такие слова, конечно, вот про образ их затрудняют. Задание номер 20. Сложные предложения с разными видами связей. Но здесь целый комплекс проблем. Это у нас синтаксис 8-9 класс. Если ребенок не умеет схематически мыслить, то есть он не видит структуру предложений, то есть он видит буковки, видит слова, но не видит структуру предложения, то он тогда не может, конечно, видеть и простые предложения в составе сложного, не видит части сложного предложения и вообще, так сказать, не понимает, из чего предложение состоит, какие взаимосвязи между частями, между простыми в составе сложного. Здесь работать надо не с предложениями, а со схемами. Предложение должно быть написано, но рисовать и рисовать схемы, стрелочки, задавать вопросы. Вот, к сожалению, у нас эта тема идет в 9 классе обычно в конце весной. И, видимо, если профилактически превентивно не работать на протяжении 8-9 класса со сложными предложениями, то к весне 9 класса это уже можно считать, что потерянная тема. 21 задание, понятно, сложности этого задания совершенно ясны. Детям легче поставить тире, двоеточие и запятую, нежели, опять же, группировать нас по теоретическому какому-то критерию. То есть точно так же, как в 9 задании, сгруппировать на основе правила, здесь точно так же. Они не могут группировать слова на основе теоретического критерия. Задание 23 традиционно сложное. Несмотря на то, что функциональные смысловые типы речи, дети знают эту терминологию, наверное, даже уже с класса 4, но они привыкают к тому, что тип речи они различают на основе целого текста, как минимум хотя бы абзаца. Когда они видят 1, 2, 3 предложения, они пугаются, потому что для них 3 предложения – это не текст.
поэтому в рамках одного нескольких предложений они не угадывают тип речи, они не понимают коммуникативные, так сказать, намерения, вот для чего это предложение создано, какую функцию оно исполняет. Ну, также не понимают логические взаимосвязи предложений в тексте, когда им нужно найти причину, следствие. И вот это предложение, повторяю, вернее, это задание, оно традиционно для них сложное. Точно так же изжито из серии средства связи. Если с текстами не идет планомерная работа на уроке, когда каждое предложение рассматривается в взаимосвязи с другим предложением, при помощи чего именно связь, там, союзы, местоименная связь, там, еще синонимичная связь, то тогда, ну, то есть если вот этого навыка нет работы с текстами по определению типов речи, по определению связей, работающих в тексте, то, конечно, эти задания всегда будут провальными. Я не говорю, что это каждой в школе, в каждого ребенка. Вот это картина Республики Коми за прошлый год. Так, что могу только порекомендовать коллеге? Конечно же, мониторинг. Мониторинговые работы у нас, например, в Сыктывкаре постоянно наше управление образования дает нам возможность проводить эти работы через, значит, РИЦОКа. Может быть, не во всех муниципалитетах есть такая возможность, но есть возможность учителю проводить самому эти работы, как минимум 2. Первое полугодие и второе полугодие. Поэтому учителю они просто необходимы. Они необходимы родителю, необходимы каждому ребенку. Вот перед вами табличка, которую я взяла, своя табличка, ну, извините, результаты какие есть, не стала ничего придумывать. Итак, посмотрите, как мы начинаем в первом полугодии в 10 классе. Посмотрите, у нас средний балл 17,6. Я считаю, что это очень неплохо еще. У меня бывали случаи, когда в 10 классе 8-9 баллов средний. Ну, здесь вы видите, кое-где нет стоит. Понятное дело, не всегда дети присутствуют. Но, тем не менее, это не так важно. Второе полугодие, посмотрите, уже 15,3. То есть, наоборот, ухудшение. Зато промежуточная аттестация, а промежуточную аттестацию я провожу тоже в виде тестовой части ЕГЭ, уже средний балл 20. Конечно, всегда есть понимание того, что обеспечить абсолютно честное прохождение вот этих тестов, мониторинговых работ у себя в классе довольно сложно. Во-первых, учитель ограничен в раздаточном материале. Во-вторых, дети наши очень быстро и ловко умеют в группах организовывать передачу таких вот тестовых работ и ответов друг другу. И иногда просто видно, что результаты явно были взяты откуда-то, это не решенные этим ребенком работы. Вот это, конечно, наша проблема. Но, тем не менее, я хочу просто показать принцип мониторинга. Итак, вы видите, что с первого полугодия 51,5 заданий было выполнено, во втором полугодии 45 и в промежуточной аттестации 61. Что это еще дает ребенку? Ну, во-первых, мы видим, что если у ребенка скачущие результаты, то есть то, извините, 10, то 26, а потом снова 10, сразу понятно, что там, где было 26, эта работа была не самостоятельно выполнена. То есть вот это все показывает картину в классе, это является предметом беседы с детьми, можно показать эти результаты классному руководителю, прийти с ними на родительское собрание и просто показать, что как дети вот пытаются обхитрить самих себя, конечно, прежде всего. Но есть и абсолютно честные дети, которые решают сами, не глядя, даже если имеют возможность. Их результаты, может быть, не так впечатляющие, но вот посмотрите, 9 баллов, 13 баллов, 15 баллов. Медленный, но верный рост. Вот это честные результаты. Поэтому таких детей все-таки достаточно много. И есть дети, которые изначально пришли сильные, и они с лету, так сказать, решают нужное количество баллов хотя бы в рамках 25-28 баллов. Вот. В 11 классе продолжается мониторинг.
первое полугодие, второе полугодие. Ну, промежуточной аттестации еще не было, поэтому я не поставила. Но, как видите, в первом полугодии было 55, а во втором полугодии 64. Ну, я имею в виду процент выполнения. А средний балл, как видите, он сначала снизился до 15, затем повысился до 23. Во всяком случае, опять же, мы видим, что какой-то ребенок на протяжении всех 5 мониторинговых работ у него медленный, но верный рост. У кого-то результаты все время скачущие. И я считаю, что это всегда опасные дети, потому что просто от них не знаешь, чего ожидать. Но для меня, как для учителя, выпускающего 11 класс, самое главное, чтобы у меня не было ни одного ребенка, который находится в группе риска, у кого баллов до 15 как минимум. То есть 11 баллов он набрать просто обязан. Моя задача только в этом. Каждый учащийся должен иметь мониторинговую информацию о собственном продвижении. Ну, вот это, конечно, результат одной ученицы. Я считаю, что прекрасный результат. Посмотрите, сентябрь, декабрь, апрель, сентябрь. С 11 баллов средних до 30 дошла. Но это результат именно, не буду хвалиться, это не мой результат. Это просто была девочка, которая потом на 100 баллов сдала, но которая просто шла к этим 100 баллам, она работала. Но я просто опять же хочу показать, что у ребенка должно быть, что ему должен обеспечить учитель. Да? Вот эту информацию он должен обеспечить ребенку и его родителям. То есть показать прежде всего усилия ребенка по подготовке к ЕГЭ. Что еще здесь можно показать? Не только усилия, но ребенку можно показать. Как обычно вот я говорю детям, если у вас все время задание выполняется успешно, молодец, вот это задание покрась одним цветом. Если у тебя задание всегда 0, то есть ты, несмотря на все свои усилия теоретические, по самоподготовке, там, может быть, даже задание работы с репетитором, ну вот не получается у тебя задание, ну покрась его там в желтый цвет, да. И если у тебя задание с переменным успехом решаешь, то 0, то 1, то 0, то 1. Вот это вот покрась, я не знаю, там голубой, красный цвет, и это зона ближайшего твоего развития. Именно там есть потенциал баллов, который ты можешь набрать. То есть вот все усилия нужно именно на эти. Точно так же, когда ты решаешь диагностическую работу, ну неважно, через Яндекс.Репетитор, учителя в классе, не нужно решать с первого задания. Ты должен просто наизусть знать те задания, которые у тебя выполнялись всегда на ура, и начинать с них. Прорешав их очень быстро, дальше переходить на те задания, которые у тебя с переменным успехом. Вот здесь больше времени, больше усилий. Оставшееся время потрать на те, которые ты никогда не выполнял правильно, но ты поставь свои баллы. Есть в конечном итоге еще удача, которая, может быть, тебе поможет решить эти задания. То есть часто дети, они просто идут с первого задания, застревают где-то на половине теста и говорят: я не успел. Это говорит о том, что они не понимают, что такое вообще тестовая работа, что ее главный принцип – это не решить все, а решить максимально, вернее, получить максимально много баллов. А это значит, нужно решать не в той очередности, в какой идут тестовые задания, а в своей собственной логике, в своей собственной очередности, начиная от успешных заданий и заканчивая неуспешными заданиями. Они должны быть последними в вашей временной последовательности. Так, что еще здесь можно увидеть? Так, ну, наверное, достаточно. Итак, что учитель должен обеспечить? Вот я еще раз тут немножко на минуточку остановлюсь. Итак, поймите, что учителю, в принципе, подготовка к ЕГЭ не является его основной задачей. Она не прописана в рабочих программах, эта задача. То есть это задача по умолчанию. В его планируемых результатах, в рабочих учебных программах даны не те планируемые результаты, которые перечислены в спецификации и в кодификаторе к демоверсии ЕГЭ. Его задача учить совершенно иным вещам. Но дело в том, что мы поставлены в ситуацию, когда успешность, неуспешность сдачи государственной итоговой аттестации в виде ГВ или ГИА, она получается, что прямиком судят о работе учителя. Но, тем не менее,
Какими-то вещами мы должны обеспечить и детей, которые занимаются самоподготовкой как минимум. Итак, это, во-первых, проведение диагностических работ, как я уже сказала. То есть 2 раза в год как минимум, и промежуточную аттестацию желательно тоже проводить при помощи тестовой части в формате ЕГЭ. Далее, вот нужно минимальное хотя бы умение работать в Excel для того, чтобы легко считать, баллы, проценты, средние баллы, то есть минимизировать собственные усилия по проведению мониторинга. Далее, вот эти таблицы экселевские, после каждой диагностической работы, с ними можно проводить дальше работу, то есть давать родителям, давать классным руководителям. Можно привешивать в письмах к родителям через электронный журнал, но имеется в виду по каждому ребенку, это уж как хотите. Но динамику достижения обучающихся за 2 года, чтобы и родители, и ребенок видели, что идет подготовка-то, есть движение в хорошую сторону. Ну и, конечно же, когда ребенок видит, что какие-то у него задания не получаются, вот отсюда, так сказать, и консультирование обучающихся. Дальше. То, что учитель должен обеспечить детей и родителей, это одна задача учителя. Вторая задача – это помочь самому себе. То есть анализ результатов диагностических работ – это отправная точка для того, чтобы решить, что я должен в своей деятельности изменить для того, чтобы результаты детей улучшились. То есть я должен видеть слабые места, то есть домашние задания, ссылки на дистанционные ресурсы. Я посылаю этим детям в соответствии с их проблемными местами. Дальше. Я все-таки считаю, что основное внимание надо уделять учителю в том, чтобы давать домашние задания. Это тестовая часть. Она наименее затратная по времени. Также использовать в диагностических работах лучше только вот тестовую часть и в промежуточной аттестации, потому что мы ограниченным временем одним уроком. Но отдельное внимание уделять части 2, то есть работе по части 2 по критериям К1, К4. Отдельный разговор – это сами учащиеся. Каждый год я начинаю с того, что детям говорю, что вы должны завести себе, пусть не виртуальный, пусть просто в вашей тетради, на последней страничке табличку, где будут написаны номера заданий с 1 по 26. Так? И каждый раз сверху вы пишете число после диагностической работы, и я вам предоставляю возможность переписать свои результаты 0,1, 0,1, 0,1. Потом следующая работа. То есть, прежде всего, это делается для вас. Это вы должны следить за тем, как вы продвигаетесь в выполнении задания ЕГЭ. Вы все куда-то хотите поступить, у вас должна быть цель. Первая цель – это получить аттестат средней школы. Вторая цель – это получить возможность отдать сертификат в ВУЗ. Третья цель более амбициозная – получить столько баллов по ЕГЭ, чтобы поступить именно в тот вуз, который вы хотите. Вот эта мотивация учащихся 10 классов чаще всего отсутствует. Они приходят, не понимая, сколько им баллов надо, куда они собираются поступать, на что они собираются работать. Причем в течение 10 класса эта мотивация у них еще до конца 10 класса не сформирована. Хорошо, если в 11 классе или даже к концу первого полугодия у них какие-то вот такие цели более-менее определятся. Но это уже, конечно, как всегда, поздновато. И, конечно, я всегда детям говорю, что дети, моя задача, вернее, это не моя задача подготовить вас к единому государственному экзамену. Моя задача только вот такая – диагностировать вас, показывать вам вашу динамику, показывать ваши проблемные места, консультировать. Основная ваша задача – это самоподготовка. Учитесь работать на свои проблемы, решайте свои проблемы. Не скажу, что доходит до сердца каждого ребенка, но тем не менее некоторые дети
начинают мыслить иначе. Но опять же, вернемся к задачам каждого учителя. Наибольшее внимание, конечно, мы должны посвятить группе той, у которых под вопросом получения аттестата. То есть учащиеся, которые не могут получить 11 первичных баллов по тестовой части, вот это та группа, которая должна быть в центре внимания учителя. Дальше. Вторая группа – это те, кто хотят иметь право подать сертификат в ВУЗ. Это те, у кого от 17 первичных баллов тестовой части. Ну и третья группа – это те, которые работают на конкурентоспособность. Да? Это с хорошей подготовкой от 25 первичных баллов тестовой части. Вот если у вас будет представление о том, как делится ваш 10 класс, предположим, да, и потом перемещается из одной группы дети в другую группу, да, вот это вот вы будете это отслеживать, это будет очень хорошо, если вы будете именно знать, как у вас обстоят дела в классе в целом. Но ваша, повторяю, задача как учителя – все выпускники должны получить аттестат об окончании школы. То есть не 100 бальников подготовить, а чтобы дети все вышли из школы с аттестатом. Какие можно рекомендации сейчас дать уже в конце года? То есть у нас есть длинные дистанции. Это когда начало учебного года, неважно, 10 класса, 11 класса. Это когда вы только приступаете к планированию деятельности по предмету русский язык. Это когда вы пишете, строите вот эти таблицы достижений на основе формирующего подхода. Потому что десятиклассники, когда приходят и получив за первое тестирование баллов 5, они, конечно, очень удивляются. Это при том, что они, возможно, успешно сдали ОГЭ, но получив тестовой части ЕГЭ, видят, что им очень далеко до какого-либо успеха, в этом формате. И вот здесь самое главное – это вот научить их тому, как можно выстроить собственную самоподготовку. Дальше. Нужно обязательно строить, вот я написала КТП на основе кодификатора, но оговорюсь. У нас с вами есть рабочая программа, где прописаны иные совершенно планируемые результаты. У нас вообще с вами 10-11 класс целиком нацелен по рабочей программе на формирование коммуникативной компетенции. Никакого ЕГЭ там, понятное дело, нет, потому что, в общем-то, русский язык, теоретическая его и практическая часть, они изучены, закончены в 9 классе, сдан экзамен, получена отметка, поэтому 10-11 класс – это умение только коммуникативной компетенции. Но мы вынуждены работать на два фронта. И поэтому вот в этом КТП на основе кодификатора домашние задания простраиваются именно по демоверсии ЕГЭ. То есть идет на уроке это решение задач рабочей программы, а в домашней самоподготовке решение задач на основе кодификатора. Дальше, чему мы должны их научить? Ну, во-первых, работать с технологическими картами нам нужно. Хорошо, если это умение тоже и обретут дети. Я пример сейчас покажу технологической карты. Далее, если попались в классе совсем слабые дети. У меня как раз всегда вот именно такой случай, потому что у нас один класс – это всегда класс, собранный из детей, которые ушли из 9 классов собственных школ и пришли к нам. И вот они настолько с разным уровнем подготовки, настолько слабые, что понимаешь, что здесь столько пробелов теоретических и практических, что просто нужно как-то вот спасать ситуацию. И поэтому иногда приходится работать именно с алгоритмами, простейшими алгоритмами решения тестовой задачи. Далее, по каждому тестовому заданию ЕГЭ нужно проводить отдельные мини-зачеты, хотя бы на основе 10, скажем, заданий, чтобы можно было быстро проверять. Но опять же, если, например, 10 заданий, ребенок выполняет только 5, или выполняет только 8, или даже 9. Я всегда говорю детям, конечно, и формально я вам поставлю за 5 заданий 3. За 9 заданий вам формально поставлю 4. Но дело в том, что здесь не должно быть ни 3, ни 4.
Здесь должна быть только 2 или 5. То есть это типовые задания, они все одинаковы. Вы или освоили решение этой типовой задачи, и тогда все 10 заданий должны быть выполнены. Если хотя бы есть одна ошибка, значит оно не освоено. То есть не обманывайтесь в этом смысле поставленными отметками. Ну и, конечно, детей надо обязательно снабдить ссылками на дистанционные ресурсы для самоподготовки. Есть дети, которые очень целенаправленно сразу же с 10 класса начинают работать. Дайте им эту возможность. Особенно если их несколько таких детей, а весь класс, вот так, знаете, все еще не разобрался с собственными мотивами учебы в старшей школе. В конце же учебного года, как я уже сказала, работать на группу риска. То есть, прежде всего, вот пунктуальным образом определить проблемы каждого ребенка из этой группы риска. То есть, тех детей, у которых баллы колеблются в диапазоне 9, там, может быть, 14 баллов. Дальше. Родителей просто заставить сделать закладки в Яндекс.Репетиторе, на сайте ФИПИ, Решу ЕГЭ, и чтобы они контролировали, чтобы ребенок отрабатывал задания по часу хотя бы в день, я не знаю, по 30 минут в день на этих онлайн-тестах. Дальше. Бывает так, что ты теоретический участок подаешь одним образом, но если он послушает, скажем, видеоурок по орфографии, по пунктуации, изложенный другим учителем, с другой манерой изложения, предоставляет нам это Российская электронная школа, интернет-урок, там есть видеофайлы, то, возможно, в изложении другого учителя это будет гораздо эффективнее. Поэтому сейчас вот эти ссылки на видеоуроки тоже можно привесить в электронный журнал, и, послушав других учителей, может быть, у них сложатся пазлы, и они смогут лучше решать онлайн-тесты. Вот технологическая карта, которая, по идее, должна быть уже составлена к началу 10 класса. Смотрите. Это, во-первых, номера из кодификатора, которые объединены тематически, да, вот перед вами лексика, фразеология. Дальше. Те задания, которые по спецификации относятся к данной тематике. Дальше. Как выглядит задание в демоверсии. И далее отрабатывать задания не только в том виде, в каком их дают в демо-версии, но и использовать задания по лексике, фразеологии из открытого банка ЕГЭ-ОГЭ, который расположен на сайте ФИПИ или на других ресурсах. Обратите внимание, у нас каждый год изменяются количество заданий, формат заданий. Но кодификатор, то есть спецификация меняется, нумерации переставляются, но кодификатор остается всегда неизменным. Поэтому основа нашей подготовки, основа технологических карт – это все-таки кодификатор. Собственно, вот по этим заданиям, которые здесь вот вы видите на технологической карте, вот блок работы сразу по всей лексике. Пример того, как давать алгоритмы слабым детям. Вот оно задание и алгоритм. Может быть, у каждого свои уже есть алгоритмы, но я вот предлагаю свой. Итак, просмотри предложенный материал и выдели в нем те случаи, в написании которых ты уверен. Вообще, это работа с любыми заданиями. Отдели известное от неизвестного, то есть то, что в чем ты уже уверен и в чем ты не уверен. Дальше. Исходя из задания, отбрось те варианты, которые не входят в поле задания, то есть они не относятся к тому, о чем спрашивают. Рассмотри случаи, в которых тебе известно только одно решение. Пример. Итак, в задании нужно найти те слова, которые пишутся слитно. Выделяем те слова, которые мы знаем, что пишутся дефисно. Такие слова все равно дети знают. Вот как в данном задании. Все-таки по-французски. Тогда зачеркиваем те предложения, где есть дефисное написание. То есть отбросили варианты, которые не входят в поле задания. Дальше. Ищем простые известные случаи раздельного написания. И зачеркиваем предложение номер 1. И осталось только что? Нужный ответ номер 3.
И вот по любому заданию несколько шагов алгоритмичного такого путешествия по заданию на такой же основе, известное, неизвестное, как раз можно построить. Итак, рекомендации на следующий год. Мы все переходим с вами в новую жизнь. Это стандарты среднего общего образования. Каждая школа сейчас строит учебные планы и знакомит с ними родителей и детей. Ну, что я могу рекомендовать из собственного опыта, коллеги? Ну, во-первых, в учебном плане в верхней его части предусмотрите все-таки 1 час изучения предмета русский язык. Не 3, не 5. И я это говорю именно на основе своего достаточно долгого опыта. Я последние 20 лет работаю только в старшей школе. Так вот, когда уроков много по русскому языку, у нас почему-то дети больше верят знаниям репетиторов, чем своего бесплатного учителя. Поэтому эти уроки русского языка проходят не столь эффективно, как хотелось бы. Поэтому как раз вот то, что нам позволено теперь делать в старшей школе с учебными планами, я все-таки рекомендую подготовку к ЕГЭ выделить в элективную часть. То есть пусть этот базовый урок в размере 1 часа будет в верхней части учебного плана. И там мы как раз будем работать на то, чем мы должны заниматься в старшей школе. А у нас там с вами в основном идет информационная обработка текста. Реферирование, тезирование, конспектирование. То есть работа с информационной обработкой текста. А вот подготовка к ЕГЭ пускай будет выделена в 2 элективных курса. Если ребенку интересна только тестовая часть, пожалуйста, элективный курс русский язык, теория, практика. Вот сколько часов вы на него дадите, 1 час, 2 часа, пускай решает эта школа, потому что формируемая часть, она по выбору. Элективный курс, нацеленный на написание сочинения части 2, называйте как хотите, вот я его обычно называю так, содержательный анализ текста. Он тоже может быть в размере, как решит школа, 1 часа, 2. И пускай на эти элективные курсы приходят те дети, которым это реально нужно. Поэтому кто-то придет на 1 часть, кто-то придет на 2 часть, кто-то не придет ни на какую, потому что он предпочитает репетиторов, а кто-то пойдет на оба элективных курса. Ну, это мой вам совет. Как говорится, вы сами решаете. Теперь к сочинению. Давайте посмотрим, как было выполнение части 2 ЕГЭ по русскому языку в Республике Коми на протяжении уже, посмотрите, с 2010 года я веду мониторинг этих достижений. Как видите, у нас, в общем-то, тренд растущий. Несмотря на небольшое снижение посерединочке, так, с 2017 года у нас поднялось до 70 где-то процентов, и вот в диапазоне нескольких процентов колеблется. То есть часть 2 у нас приросла, ну, почти, так скажем, на 15%, начиная с 2010 года. Мы много с вами пережили за эти годы. У нас менялась структура сочинения, менялась учебные задачи, которые нужно было выполнить ребенку при написании этой части 2. В этом году у нас тем более сильно изменилась наша с вами версия части 2. Чувствую я, будут у нас проблемы, возможно, баллы упадут, хотя кто знает. Но тем не менее, наработан опыт учителей. Я думаю, что сейчас они все готовы к выполнению этих задач. Простите. Итак, посмотрим на динамику всех критериев с К1 по К12. Красным я выделила хорошие результаты. Я не буду ничего сейчас говорить плохого, но почему-то диагностические работы, которые я проверяю в собственном классе, проверяю еще кое-где, показывают, что с проблемами не так все обстоит радужно, как вот в данных баллах. Ведь практически 96% формулировки проблем говорит о том, что наши дети практически всегда попадают в проблему. Ну, не знаю.
Наверное, мне такие дети не попадались. Далее. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Как видите, очень неровные результаты. Начинали мы с 27 баллов в 2016 году, и сейчас у нас 57-67%. Это значит, что комментарий пока слабое место в нашей с вами работе с текстом. Дальше. Отражение позиции автора исходного текста. Прекрасные результаты, чуть похуже, чем по К1, но тем не менее, посмотрите, тоже есть зеленый результат 90%. Аргументация к экзаменуемому собственному мнению по проблеме тоже весьма такой неровный характер. Начинали мы с 32% в 2016 году, дальше мы выросли до 70%, немножко упали, но похуже, чем остальные критерии, скажем так, сопоставимо с К2. Все остальные баллы вы видите по К6, потом по грамотности, по К11, по К12. Я же позволила себе сгруппировать эти критерии, чтобы моя эта раскраска вас не дезориентировала. То есть, если мы возьмем с К1 по К4, как некая группа такая, да, которая, собственно, означает содержание работы, то мы видим, что она находится на таком среднем уровне 76,3 балла. То есть, если совокупность всех 4 критериев. Дальше. Если взять речевое оформление работы, 56%. Если взять грамотность К7 по К10, то 48,8. И этические и фактологические у нас прекрасны всегда. Не будем на них обращать внимание. Не они для нас главное. Хотя, конечно, они дают свой балл, а он повышенного уровня сложности тоже немаловажно. Но, тем не менее, как мы видим, пунктуационные, орфографические, языковые, речевые нормы 48,8. Это не очень высокий результат, коллеги. Речевое оформление 56%. Тоже довольно средний результат. То есть, если взять по группам, то, скажем так, средненько. Но у нас и балл-то 68, тоже средний. И здесь тоже получается такой же средненький результат. Есть над чем работать. Итак, я думаю, что сейчас наибольшая с вами проблема будет именно в том, как поработать с теми детьми, которые сочинения пишут плохо или не знают вообще, как до сих пор писать. Я, увы, встречаюсь с этим в 11 классе с детьми, которые полагали, что они умеют писать. Причем они работают с репетиторами и утверждают, что репетитор сказал, что хорошо, вы, Татьяна Петровна, почему-то все время недовольны. Это уже другой разговор. Но, тем не менее, как можно посмотреть, готов ли ребенок к части 2? Это, конечно, работать, опять же, с таблицами достижений. С моей точки зрения, реперные точки в обучении написанию части 2 следующие. Это К1, дальше К2 разбито на 5 подкритериев, К3 и К4. Это самое главное, потому что если сочинение будет написано в соответствии с этими критериями, то это уже, считайте, успех. У каждого ребенка будут свои проблемы. Я представила вам 2 условных детей, Иванова и Петрова, и одного без фамилии. Как видите, может быть такая ситуация, что ребенок пишет авторскую позицию, легко находит, формулирует отношение к этой авторской позиции, набирает 2 балла. Он счастлив и доволен, но мы ему говорим: это, к сожалению, 0 баллов, потому что у тебя нет балла по К1. Но молодец, что умеешь формулировать авторскую позицию. Ведь, собственно, это ответ на проблемный вопрос. И если ты знаешь, какой ответ, значит, ты можешь сформулировать и К1, то есть проблемный вопрос. Это главное умение от ребенка – уметь формулировать авторский тезис. От него 1 шаг до формулировки проблемы. Дальше. Условный Петров. У него К1, он умеет формулировать, умеет писать авторскую позицию и даже попадает в конкретный проблемный вопрос. Он умеет писать свое отношение к авторской позиции, даже аргументировать. Но его проблема
Это комментарий, причем по всем 5 пунктам. И здесь он может получить только 3 балла. Ну и, конечно, возьмем идеального ребенка, который обучен всем позициям, написанию всего и получает полновесных 8 баллов за 4 критерия К1 по К4. Если вот такая табличка по каждому ребенку будет составлена учителя, то у него опять же образуются группы, в которых он понимает, кому какое задание на практической работе давать. Ты отрабатываешь написание К1, ты работаешь над комментарием, ты работаешь над К4, предположим. Причем К4, хочу отметить, это не такой уж и простой балл, не так-то легко его тоже получить. Итак, какие трудности у детей в формулировании авторской позиции? То есть, что они должны уметь, например, в тексте рассуждения. Текст рассуждения самый легкий в этом отношении для анализа текста, потому что там уже изложена авторская позиция. Ребенку нужно просто найти номера предложений, в которых она изложена. Это бывает целый абзац. Более того, в этом абзаце могут быть изложены 2 авторские позиции по 2 разным проблемам. И поэтому нужно ему, опять же, что сделать? Правильно понять, какие предложения относятся к одной авторской позиции, а какие к другой. Далее, если это несколько предложений, то их надо скомпоновать в один авторский тезис. Вот это умение скомпоновать одно полное предложение, которое является авторской позицией. Если перед ребенком текст повествования, то здесь на шаг больше. То есть сначала ребенку нужно, прочитав этот текст, а там рассказана какая-то история, он должен ответить на вопрос, в чем нас убеждает автор, ради чего написан этот текст, какую мысль иллюстрирует рассказанная история. Обычно детям говорю, ну вот представьте себе, вы эту историю рассказали бы как пример какой вашей мысли. Вам теперь остается только сформулировать эту мысль. Итак, вот 2 подхода к тексту рассуждению и к тексту повествованию. Совет какой? Не использовать при формулировании тезиса отрицательных конструкций. Автор никогда не говорит так: я считаю, что не надо что-то. Автор всегда говорит: я считаю, что надо что-то. То есть не надо использовать отрицательные конструкции. Тезис – это всегда утвердительное предложение, которое нуждается в доказательстве. Следующее умение, которое формулируется у детей, это формулирование проблемного вопроса. Я всегда детям говорю одно. Да, вы видите, конечно, в сети ключи, где написано проблема того-то, проблема того-то. Никогда не формулируйте проблему при помощи существительного в родительном падеже, плюс еще какие-то зависимые слова. Вы этого делать не умеете. Формулируйте всегда при помощи проблемного вопроса. То есть вот вопрос с вопросительным знаком. Еще я всегда говорю, сформулируйте этот вопрос 2-3 раза, используя разные слова. Так бывает, что подбор слов в одном вопросе не вполне удачен. Во втором вопросе уже более точный подбор слов. Но только не задавайте 3 разных вопроса. Это должны быть вопросы про одно и то же. Эксперт, когда будет читать 3 вопроса, он увидит. В первом вопросе, да, здесь что-то не хватает. Ага, во втором уже добрал. В третьем, ребенок понимает про что. Засчитываем. Далее. Значит, авторская позиция, которая была сформулирована в К3, это, собственно, и есть ответ на тот проблемный вопрос, который не задан, скажем, в тексте повествования. Но раз это ответ, то тогда на основе ответа мы должны сформулировать проблемный вопрос. Самое главное, коллеги, проследите за тем, чтобы те понятия, которые использовал автор в изложении своей авторской позиции, вот эти понятия обязательно были использованы в вопросе. То есть, если речь идет о милосердии, то вопрос должен быть о милосердии, а не о любви.
разные понятия, и тогда у нас с вами и позиция, проблемный вопрос расходятся, не соответствуют, теряются баллы. Вот, пожалуйста, вам пример номер 1. Предположим, тезис такой. В годы войны людям придает стойкость, чувство патриотизма, сознание необходимости того, что они делают. Задаем вопрос следующим образом. Что людям в годы войны придает стойкость? То есть обязательно используем в вопросе те термины, те понятия, которые были использованы в авторской позиции, то есть в тезисе. Или жестокого человека может заставить раскаяться проявленное к нему милосердие. Вопрос. Что может заставить жестокого человека раскаяться? Ну, здесь вы видите еще деление предложений и вопросов на данное новое. Ну, я думаю, что филологи знают, о чем я говорю. То есть, когда у нас вопрос, он начинается снова. В конце предложения изложено известное, то есть данное. Когда мы отвечаем на вопрос, то мы автоматически новое располагаем в конце предложения, а данное в начале предложения. Какие трудности обучающихся при формулировании отношения к авторской позиции, то есть К4? В задании сказано детям: выразите свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Согласие и несогласие, и, внимание, обоснуйте его. То есть здесь не может быть так. Я согласен, не согласен, мне нравится, не нравится подход данного автора, да? Вы должны обосновать свое отношение. Раньше у нас вот это обоснование, оно основывалось на подборе литературных материалов, знаниевых каких-то, жизненного материала. Некоторые дети по привычке так и пишут до сих пор, или, возможно, репетиторы говорят: ну, напиши, хуже не будет. Хуже не будет, это действительно. То есть нет такого запрета, что нельзя использовать по-прежнему литературные аргументы, жизненные, знаниевые. Можно. Но на самом деле просто этого не требуется. Проблема в следующем. Те тексты, которые дают нашим детям, написаны авторами, которые жили в 20, скажем, веке или сейчас в 21 веке, но разделяют наших детей, читателей в данном случае текста, и авторов. Во-первых, время разделяют. Во-вторых, культура разделяет, жизненный опыт, кругозор, глубокое знание темы обсуждения. Ребенок так далеко от автора в этом смысле, что он иногда может попасть в ловушку, соглашаясь или не соглашаясь с автором. Почему? Потому что если он, скажем, соглашается, он все равно потом должен обосновать свое отношение. А у него нет доказательной базы, а у него нет аргументации, потому что он в этой теме не жил. У него нет этого опыта, нет этого кругозора. Иногда дети бросаются в спор и в несогласие с автором, предлагают какую-то иную позицию. Но что их подводит? Они снова не могут обосновать ее. И поэтому вот здесь как раз-таки я и говорю, что К4 – это балл очень непростой. Слишком много разделяет наших учащихся, то есть читателей, от тех авторов, чьи тексты нам дают для анализа. Так, К2. Написание комментария. Самый жирный у нас комментарий, 5 баллов целых. Да? Посмотрите, какие задачи стоят учебные перед учащимся. Итак, во-первых, прокомментировать именно ту проблему, которую ты сформулировал выше. Далее, включить комментарии. 2 примера иллюстраций из прочитанного текста и, внимание, которые важны для понимания проблемы исходного текста. То есть не любые примеры иллюстрации, а те, которые относятся к данной проблеме. Напоминаю вам, коллеги, что у нас бывают тексты, в которых 5-9 проблем. А значит, любые примеры сюда не подойдут. Дальше. Пояснить значение каждого примера, что он дает. А далее указать. Вот вы дали 2 примера. А чем они взаимосвязаны? Какая между ними смысловая связь? Конечно, у ребенка здесь есть масса вариантов. Но он может, например, что сделать? Он может указать просто один пример иллюстрации. Может дать пояснение.
а может и не давать пояснения. Может дать 2 примера иллюстраций и ни к одному из них не дать пояснения. Может не указывать смысловую связь. Каждый этот пункт означает балл. Отсутствие балла. Что делать учащемуся при написании К2? Ну, во-первых, какой бы ни был текст перед ним, текст рассуждения, текст повествования, его нужно поделить на смысловые части. Не всегда деление на абзацы – это означает деление на смысловые части. Далее. Поскольку проблема ребенком уже была названа выше, это К1, то ему нужно теперь найти, какие смысловые части относятся к той проблеме, которую он назвал. То есть не весь текст относится к этой указанной им проблеме. Далее. Просмотреть смысловую связь частей текста в рамках проблемы. То есть вот эта часть относится к этой проблеме, и вот эта часть, возможно, в конце текста. Вот они точно, эти вещи относятся к данной проблеме. А теперь просто, а как они связаны? Как они связаны? Смыслом, разумеется. После того, как определены вот эти части смысловые, у вас есть версия о том, каким смыслом, то есть какая смысловая связь между ними. Вот теперь, пожалуйста, ищем в этой части, предположим, пример-иллюстрацию и к ней пояснение. В этой части второй пример-иллюстрацию и к ней пояснение. Здесь еще важно, как оформляются примеры. Если просто ребенок указывает номера предложений, так, конечно, можно. Но иногда бывает так, что пояснение дано, номера предложений даны, и ты не понимаешь, как эти предложения, чьи номера указаны, какое отношение имеют к пояснению. Поэтому я все-таки детям говорю так. Вы изложите кратко вот этот свой пример, иллюстрацию, вы номера тоже укажите предложений. Но лучше, если будет, если вы все-таки запишете сами и с минимальным цитированием. То есть собственное предложение и ключевые слова в рамках, значит, цитирования оформите. Ну и поясните, конечно. У нас, видите, здесь проблема такая, что у нас в ОГЭ дети, в принципе, пишут то же самое. От них тоже требуется и в 9.1, и в 9.2, и в 9.3 дать примеры иллюстрации, примеры аргументы, указать роль, а это почти что пояснение. Но дети часто ограничиваются, просто дают пример, роль не пишут. А потом с этим вот не сформированным умением приходят в 11 класс и тоже примеры готовы какие-то дать, но объяснить, зачем они нужны, а тем более какая между ними смысловая связь, уже не готовы. Ну и какие проблемы у нас будут у экспертов при проверке комментария? Во-первых, самому эксперту придется проанализировать сначала это смысловую связь в рамках проблемы, то есть тоже мысленно поделить на смысловые части текст, который ему дан, увидеть самому эту существующую смысловую связь, дальше посмотреть, какие ребенок привел примеры, и вот в этой смысловой связи, и дальше проанализировать соотношение пояснений и смысловой связи. То есть все должно быть друг с другом коррелировать, все должно быть взаимосвязано. Хоть за каждую вещь ставится отдельный балл, но это текст, это единое целое, поэтому здесь не может быть пример про одно, пояснение про другое, а смысловая связь про третье. Так, ну что ж, в общем-то, на сегодня все, коллеги. Спасибо за внимание, спасибо, что слушали. И сейчас в это непростое время, когда мы с вами работаем на удаленке, на дистанционном обучении, я думаю, что у нас есть еще время поработать с группой риска. Повторяю, это прежде всего усилия делайте на тестовую часть. Здесь реально можно баллы наработать с детьми на хороших вот этих ресурсах, которые я вам уже назвала и которыми сама пользуюсь. Ну, обязательно детям скажите, даже если вы не уверены в том, что вы умеете анализировать текст. Сочинение пишите все равно. То есть
Напишите К1, все как положено, задайте вопросы. Напишите комментарии, сделайте, как вас учили. Напишите К3, авторскую позицию. Напишите К4, отношение к авторской позиции. Обязательно укажите автора текста, причем не допускайте фактических ошибок. Часто бывает так, что автор указан фамилия, а в сочинении фамилия почему-то написана другая. Дальше обязательно цитируйте. Если в вашей работе не будет указания автора текста, если не будет цитат, если содержание работы вообще трудно соотнести с анализируемым текстом, то вы, дорогие дети, можете получить просто 0 баллов. Но если у вас указан автор текста, если у вас оформлены цитаты в тексте, ваша работа обязательно будет проверена. И даже если вы потеряете баллы, эти 8 баллов с К1 по К4, у вас, уважаемые дети, остается еще целых 16 баллов за речевое оформление работы, за грамотность, за этический балл и за фактологическую достоверность. И эти баллы вам лишними не будут. С вами была Матвеева Татьяна Петровна. До свидания.